Благодарим партнеров проекта Челябинвестбанк, сеть аптек «Классика», компанию IZ. Исәнмесез, кадерле дуслар! Хайырлы күн! Продолжаются наши деревенские приключения. Вместе с участницами проекта «Тотар Кызы» мы отправились в Кунашакский район. А сегодня их ждут новые испытания. Какие, сейчас узнаете. Смотрите сегодня в выпуске. Доброе слово и корове приятно. Готовь сено летом, а телегу зимой. Двигайся. Только вперед. И не жалей кротов. Городские против деревенских. Чья возьмет в очередном этапе деревенского конкурса? Ранним утром мы встречаем участниц проекта «Тотар Кызы» прямо в поле. Их ждет очередное испытание, которое не каждому современному малаю под силу. Исәнмесез, кызлар! Хайырлы күн, матурлар! Не случайно, девчонки, мы с вами находимся в поле, потому что для вас организаторы приготовили настоящее испытание. Слушайте, что вам необходимо сделать. Взяв вот такую красивую косу, в течение 2 минут пройти максимально далеко и выкосить все за собой. Ну что, кызлар, уңышлар сезгә! Но сначала небольшой урок от Наиля Хайруллина. Когда-то косить умел каждый деревенский мальчишка. Дело это хоть и не хитрое, но все же есть свои секреты. Косить надо в первую очередь хорошим инструментом. То есть это должна быть звонкая коса. И коса должна подбираться по размеру человека. То есть есть 5, есть 6, 7 и так далее. То есть это длина косы, вернее не длина, а ширина. И, соответственно, чем больше коса, тем косарь больше пространства прокашивает. Ну и усилий больше. Ну и косить, конечно, нужно с утра пораньше. То есть когда еще роса не сошла и трава мягкая. Инструмент готов, теперь за дело. Только вперед и не жалей кротов. Поехали! У тех участниц, которые первыми вступают в борьбу, получается не очень. Я не могу косить. Но они не сдаются. Соперницы становятся болельщицами и поддерживают друг друга. Да и члены жюри, кажется, забыли, что их главная задача судить, а не помогать. Диляров, күтәр шалгыңны 45 градуска күтәр әле. Ана шулай сул кулыңны. Менә шулай. Матур итеп, йомшак итеп, менә шулай. Измерять расстояние покоса доверили самому строгому и принципиальному – Дамиру Сафину. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Трава не косится, она просто ложится. Я не знаю, как это делают мужчины, но, по-моему, это не женское дело. Дальше дело пошло веселее. Девочки поняли, что очень важно не сбавлять темп, и хотя с каждым шагом коса становится все тяжелее, они стойко держатся до последнего. По качеству косьбы у нас Зарипова Ирина лучше идет. Оказалось, что Ирина на покосе не в первый раз. Знания и опыт сделали свое дело. Ирина, по мнению жюри, твоя техника считается среди всех участниц, похоже, самой совершенной. В чем твой успех? Ну, особого успеха я как бы не считаю, хотя я вот выросла в деревне. Была практика, небольшая практика кошения травы, но в основном работа была с граблями. Ну и тут показал опыт, что все-таки я еще могу косить. Меня это приятно удивляет. Так что с удовольствием поеду к бабушке летом в июле косить траву. Косить было тяжелее.
А теперь им предстоит узнать, кто будет вспоминать о них добрым словом, пережевывая ароматное сено. Знакомьтесь, это Алька. По кунашакским меркам она рекордсмен. Каждый день Алька дает 15 литров молока. Она спокойная, она привыкла ко мне, а чужих не подпускает. Всегда только я даю. Ну, иногда приходит моя дочь, она тоже уже знает ее. А как встретит Алька участниц нашего проекта? Скажем честно, шансы договориться невелики. Ну что, Хазлар, сейчас мы посмотрим, как вы умеете доить корову. Едва завидев девушек, Алька выразила свое презрение, и хозяин, и хозяйка пытались договориться с ней по-хорошему, но безуспешно. Она не раз пыталась покинуть съемочную площадку. И только благодаря ведущей проекта Зульфие Шахвалеевой Алька сменила гнев на милость. Попробовать себя в роли доярки решились не все участницы. Первой за дело взялась Равиля Хайрзаманова. Оказалось, Равиля опытная доярка. Да, я с 6 лет от мамы убегала и доила корову. И у нас много коров было, не видно, она сядет за одну, я за вторую. Юлия Сербаева родилась и выросла в городе. И так близко корову видит впервые. Но все же она справилась. Я думаю, у меня не получится, но такой был хороший инструктаж, что на самом деле я села и все получилось, я так обрадовалась. И корова очень спокойно себя вела, и на самом деле не так сложно, как я думала. Возможно, участницам помогли подсказки Гульнары Нажимовой, полуфиналистки конкурса «Татарочка-2011». Еще пара попыток, и, к счастью, Альке испытание закончилось. Местные бабушки сокрушаются. Теперь даже в деревне корова редкость. Того и гляди, попадет в Красную книгу. Бүгінгі күнде сыйырлар бик әз тотыла. Көтүгә йөрмиләр. Менә безнең урамда Венера Зариповнаны кырыла. Ул единственный кеше на бүтән поселокка монда, округка. Үзенең шундый пенсионный возрастына карамастан, иптәше белән алар бик тырышып, сыйырларны тоталар, бозаулары да бараларыннан. Везде бар жердә дә успевать итәләр. Даже миңа, менә күршеләргә сөт тараталар. Особенно на җомга көне. Что может сравниться со вкусом парного молока и деревенской сметаны? Раньше молоко долго отстаивали, снимали сливки, потом взбивали. Теперь в деревнях используют сепаратор. Корова у нас дает много молока, и поэтому приходится сепарировать через день или каждый день. Пара минут, и сметана готова. Для многих участниц это настоящий вкус детства. И даже наше строгое жюри не удержалось. Доброе жюри, сытое жюри. Итоги подводили в отличном расположении духа. Итак, лучшими во втором этапе деревенского конкурса стали Равиля Хайрзаманова, Ирина Зарипова и Гюзель Муртазина. Но все еще может измениться. Конкурсов очень много деревенских, и самое необыкновенное то, что в каких-то побеждают городские, то есть там вот, где обычно вот нужна скорость. То есть да, умение несомненно, качество несомненно, но вот по скорости в 2 конкурсах победили именно городские девочки. Поэтому все может быть измениться, и этот конкурс покажет такие результаты, когда станет сюрпризом, что победит как раз-таки девочка из какого-нибудь города. Мы не прощаемся с гостеприимным Кунашакским районом. Продолжение деревенских приключений в следующей программе. Смотрите ровно через неделю. В гостях у семьи Лукмановых. Шибер, унган, басында булдыручы, унганнарның унганы, булганнарның булганы татар кызлары.
Масло масляное, терпение и труд – все перетрут. Удивительно, как вот из сметаны получается масло. Это такое вкуснейшее, нежнейшее. Это прям вот, это самое лучшее вообще, что может быть. Вкусный финал деревенского этапа. Смотрите нас каждую среду и субботу на телеканале ОТВ.